Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения работает и полностью выявила все ближайшие контакты, которые изолированы в порядке самоизоляции, они находятся дома. И, соответственно, ведется наблюдение за теми, и оказывается медицинская помощь за всеми выявленными случаями и за гражданами, которые у нас находятся в медицинских организациях. По данным Управления Роспотребнадзора, летальных исходов от ковид за прошедшие сутки не зарегистрировано. Лабораториями республики за сутки проведено 2591 исследование на коронавирус. Всего с начала исследования, мы скоро подойдем к цифре 500 тысяч тестов, сделано 476 897 тысяч тестов на территории республики. Необходимо обратить внимание, что с учетом того, что мы прожили практически весь сентябрь, в котором у нас начался, соответственно, сезон образовательного процесса, то у нас возникают и ситуации, которые находятся на контроле оперативного штаба республиканского, связанные с возникновением непосредственно случаев в ряде средних учебных заведений Республики Саха-Якутия и в детских дошкольных учебных заведениях. На лечении, под контролем, под медицинским наблюдением медицинских организаций Усть-Алданского улуса по состоянию на 29 сентября 2020 года по Лигойской средней школе номер 1 под медицинским наблюдением у нас находится 22 воспитанника интерната. Все обучающиеся переведены на дистанционное обучение. 22 ребенка находятся в стационаре, им оказывается соответствующее лечение. Все контактные дети, воспитанники находятся в интернате, также под круглосуточным медицинским наблюдением. В данной ситуации необходимо обратить внимание на необходимость слаженных действий наших медицинских организаций, а именно медицинских непосредственно учреждений здравоохранения Усть-Алданского района. В то же время я бы хотела обратить внимание на недопустимость подобного рода ситуаций в наших учебных заведениях. Под контролем ежедневный отчет со стороны Министерства образования, Управления образования и глав муниципальных образований ставится каждый случай, который возникает в наших учебных заведениях. Правило достаточно четкое. Если в классе или в группе выявлен один заболевший, то весь класс или группа выводится непосредственно на дистанционное обучение. Если непосредственно в школе выявлен педагог или выявлено непосредственно случай в нескольких классах, то принимается решение о снятии и переводе на дистанционное обучение этих групп людей. Задача сегодня образования совместно с медицинскими организациями республики обеспечить безопасное обучение образовательного процесса. Вчера глава Республики Саха-Якутия Арсен Сергеевич Николаев подписал указ, по которому непосредственно было установлено новые правила для работодателей. Те работодатели, которые привлекают на работу лиц старше 65 лет и лиц, которые находятся в группе риска с хроническими заболеваниями, либо должны предложить и, соответственно, оформить таким лицам больничные листы, либо направить их в отпуск с содержанием, либо без содержания. За невыполнение данных требований устанавливается административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Чем было вызвано такое решение главы республики? Оно было вызвано с той тенденцией, о которой мы с вами говорили практически каждую неделю в течение последних 2 недель. Количество больных старшего возраста на медицинских койках увеличивается. Безусловно, медики сделают все для того, чтобы спасти и борются за жизнь каждого. Тем не менее, все вместе мы эти меры должны принимать. С 1 октября 2020 года на территории республики, как и по всей стране, начинается осенний призыв. Поэтому наша задача провести в этом году осенний призыв, так же, как и, соответственно, исходя из сложившейся ситуации, именно в условиях того, чтобы и выполнить призыв, и для того, чтобы он был безопасный. К сожалению, весной у нас были инциденты, которые мы не должны допустить, осенью этого года. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в республике. Ну а мы с вами прощаемся. Оставайтесь с нами.